Осень. Последняя, самая восхитительная улыбка года, сказал когда-то американский поэт Уильям Каллен Брайант. О ней написано так много стихов и прозы, создано чудесных картин и сложено много песен, что, казалось бы, что еще можно добавить. Но, тем не менее, вновь пришла она, багряная, пунцовая, желтая осень. Любимым временем года Александра Сергеевича Пушкина была осень. Именно этой поре года мы должны быть благодарны за многие произведения поэта, вошедшие в сокровищницу мировой литературы. Особое место в позднем творчестве Пушкина занимает Болдинская осень 1830 года. В родовое имение отца, село Болдино, Пушкин поехал всего на несколько дней для устройства имущественных дел. Однако из-за начавшейся эпидемии холеры и установленных повсюду карантинов поэту пришлось пробыть там около 3 месяцев. Уезжая 31 августа 1830 года, Пушкин пишет Плетневу: «Осень подходит. Это любимое мое время. Еду в деревню, неизвестно, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь». Унылая пора, очей очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увядание, в багрец и в золото одетые леса. Позднее Александр Сергеевич делает для себя вывод: и с каждой осенью я расцветаю вновь. Трудно не заметить, что современный азербайджанский писатель Эльчин Сафарли также неравнодушен к этой по-своему прекрасной поре. В одном из своих произведений он пишет: «Осень. Она появилась в городе внезапно, хотя по календарю самое время. Душные недели оборвались резко, словно были изгнаны. Под вечер полил дождь, а утром солнце уже было понурое. За эти жаркие почти 3 месяца лета мы совершенно отвыкли от контрастов, позабыли о том, что живем в городе настроений. Нынче за окном пахнет осенней прохладой. Я люблю это время года. Время, когда не нужно ничего доказывать, к чему-то привыкать. Все так, как оно есть. Время молчаливого примирения с разными цветами жизни». Хорошо, что есть осень. Она нежно и аккуратно готовит нас к холодам. Любимая осень. Время размышлений, чая по вечерам, рук в карманах и приятной меланхолии. Эльчин Сафарли. Ну и опять вернемся к русской классике. Осень – древний уголок старых книг, одежд, оружия, где сокровищ каталог перелистывает стужа. Это уже Борис Пастернак. Стихотворение «Золотая осень» Борис Пастернак написал в 1956 году, уже достаточно в зрелом возрасте. На первый взгляд название не радует своей оригинальностью, ведь так издавна принято было называть начальный период осени. Однако при этом постоянный эпитет «золотая», как правило сопровождающий слово «осень», создает в воображении каждого читателя свой неповторимый образ. Казалось бы, что может быть прекрасного в увядающей природе? Но ведь она опять расцветет. А пока она отдохнет, наберется сил, каждый человек сможет насладиться упоительными высказываниями о золотой поре.